Теплая встреча, дружеские рукопожатия. Впрочем, виделись не так давно. В начале февраля встречались на Международном боксерском форуме в Сочи. Там обговорили и детали подготовки значимого для страны и региона события. Действительно, это очень важное мероприятие. Спасибо Федерации бокса России. Спасибо, кстати, старшему тренеру, который поддержал эту инициативу, чтобы провести здесь в Сыктывкаре, в Республике Коми. Но республика рада этому, чтобы действительно у нас... Я думаю, что мы подготовились к этому. Пока забегать вперед не буду, но я думаю, что да. Я думаю, что все гости и руководство федерации, и тренера, я думаю, будут довольны. Соревнования очень серьезные, этап серьезный, да, отборочный этап. И юниорская команда победителей не меняет. Если выиграл действительно спортсмен, он должен являться первым номером. И, значит, готовиться в дальнейшем спокойно к первенству Европы и всем остальным серьезным мероприятиям. Практически все команды уже прилетели на Коми-землю. 10 февраля после взвешивания спортсмены ринутся в бой за право попасть в сборную и представлять Россию на первенстве Европы уже в апреле. А затем первенство мира и Олимпийские юношеские игры в Буэнос-Айресе. На этом первенстве России мы хотим в каких весах посмотреть лидеров, потому что не все веса у нас есть лидеры, которые могут показать результат на первенстве Европы и дальше. 320 лучших юниоров со всех регионов страны. У каждого на первенстве своя цель. Одни испытают себя на российском уровне впервые, кто-то стремится к высшим достижениям. Готовился упорно, старался больше работать над техникой, над физической выносливостью. И надеюсь показать какой-то результат, провести хотя бы пару боев. Сначала Россию хочу выиграть очень сильно, потом мастер спорта получить там, а дальше видно будет. Ребята у нас были призерами России, призерами Кубка Никифорова Денисова. Сейчас ребята, которые приехали, они выиграли у нас первенство Южного федерального округа, то есть команда у нас сильная. Конкуренты тоже уверены в своих силах. Ставропольский супертяжеловес Алексей Дронов – восходящая звезда российского бокса. Победитель первенства Европы 2017 года среди юношей. С ним тренер Геннадий Савин 10 лет возглавлял молодежную сборную России. Надеемся, что ваша земля, ваш город будет удачен для нас, и мы одержим тут победы. Бокс является уже частью жизни, неотъемлемой. И планки высокие очень. Достичь хочу много в этом виде спорта. Наша дружина – это 9 спортсменов с Сыктывкара, Ухты, Усинска и Сосногорска. На учебно-тренировочные сборы приехали еще в конце января. Намерены побеждать. В целом готовность к первенству стопроцентная. Предварительные бои будут проходить сразу на 2 рингах. Открытие 11 февраля. Начнется с 17:00 официальное. Приходите, всех приглашаю. Будет очень зрелищный фейерверк, будет лазерное шоу, будет очень красиво. Где будет? На Савина 81/1. Это центр единоборств. В Сыктывкаре ожидают еще руководство Российской Федерации бокса, судейский состав, а также знаменитостей. Планируется, например, что приедет победитель Олимпиады 80 Шамиль Сабиров, чемпион мира 89-го Айрат Хаматов. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.